Это компания, которая уже задала высокую планку для креативных и медиаиндустрий в нашей стране и давно является ориентиром для всех участников этого процесса. Сейчас в год снимается около 50 фильмов Разными в студиями, Кыргызстане. да? Да, разными студиями. То есть почти там 54 недели у нас каждую неделю выходит премьера, да. Я знаю, что ваш фильм «От» сейчас представлен на международном кинофестивале в Канаде. Но я так кайфанул вообще от процесса, от площадки. Сейчас вы снимаете такие думающие, интересные фильмы, которые раскрывают наши какие-то социальные проблемы. В целом очень похоже. Единственное, у них кинотеатры, они сразу пилят сумму. И все это так просто. И это очень подходит как раз для вашей отрасли. Кыргызстан, на самом деле, это супер уникальная страна для съемок. Бахтияр такой человек, знаете, вот как океан. Ты в него прыгаешь, и там столько информации новой. Ребятушки, всем привет! Это подкаст «Айсалык», подкаст, где мы говорим о налогах простым человеческим языком. Наша цель — создать площадку диалога и бизнеса, чтобы вместе развивать наше государство. Сегодня у нас в гостях человек, который стоит у руля лидера креативных индустрий в Кыргызстане, продюсер и сооснователь 1.1 студия Бахтияр Матянью. Здравствуйте, Бахтияр. Здрасте. Это компания, которая уже задала высокую планку для креативных и медиаиндустрий в нашей стране и давно является ориентиром для всех участников этого процесса. Бахтияр, мы рады приветствовать вас у нас на площадке. Вы очень важный и ценный гость для нас. И сегодня мы хотели бы с вами поговорить о том, как развивается рынок медиа в Кыргызстане, что мешает для его еще более быстрого развития, как вы смотрите вообще на налоги со стороны бизнеса, как вы вообще видите всю эту картину в целом. Окей. Бахтияр, расскажите, пожалуйста, нам, как вы пришли в индустрию, с чего вы начинали, и вообще какая была идея изначально, которая вылилась в такой огромный проект, как 1.1 студия? Ну, если прям с самого-самого начала рассказывать, наверное, то все началось с КВН. Мы все КВНщики. Как только я поступил в университет, с 2003 года я начал играть в КВН. Там я познакомился с Даниаром, там чуть позже я познакомился с Ростиславом, с Исхатом. Вот, мы отыграли в КВН, а потом в 2008 году, когда я заканчивал университет, там писал дипломную работу, и меня пригласили работать в компанию CMG. CMG – это маркетинговое агентство полного цикла, Creative Marketing Group называлось. Вот они меня позвали, там интересная история была. Руководитель этой компании, Адилет Саткеев, это мой такой брат, друг, учитель. Ну, у него там очень много, на самом деле, таких эпостасий, в которых мы там, в разных отношениях мы находимся. И он как-то увидел, как я объяснял эконометрику, и он знал, что я занимаюсь КВН. Он такой говорит, что КВНщик эконометрику объясняет, и позвал на работу. Вот с 2008 года я работал в маркетинге, потом в 2010 или 2011 году Ильдар Кенесаров снимает свой проект «Общага», сериал был такой. Это был на тот момент, по-моему, первый сериал, который у нас снимался в Кыргызстане. Вот, и он позвал, говорит, звонок вечером, я помню, там 9 вечера, он говорит, слушай, Бахтияр, ты должен сняться в моем проекте. И я такой, ладно. И вот я пришел на съемочную площадку, там была роль второго плана такая небольшая. Но я так кайфанул вообще от процесса, от площадки, от людей, Познакомились с миром кино. Да, и тогда я вот первый раз попал в этот мир, и мне очень понравилось. Вообще, там все вот эти люди, операторы, там что-то бегают. Классно, такое ощущение офигенное было. И после этого вот я продолжал работать в маркетинговом агентстве и потихонечку начал поглядывать в сторону киноиндустрии, что там происходит. Там снялся еще в парочке проектов. И потом в 2014 году Асхат, по-моему, позвонил, говорит, слушай, мы тут с Данчиком фильм собираемся снимать. «Бертуганчик» называется. Ты же там что-то в продвижении шаришь, может, поможешь? Я говорю, давай, с удовольствием, конечно. Вот, и мы, получается, ребята там сняли кино, я помогал им в продвижении, и фильм классно залетел.
То есть он там стал лучшим фильмом 2015 года, С 11, первого раза. да, 11 месяцев в прокате там, и так далее. То есть и то и там его с проката сняли, потому что фильм в «Одноклассники» вывалился. Как бы. Вот, и после этого началась, по сути, история студии. И после «Бертуганчика» мы с ребятами договорились, что давайте будем работать вместе. Вот оттуда началась моя история, наверное, в киноиндустрии. А как у вас распределялись роли? Вот именно по образованию, вот Бахтияр, у вас экономическое образование, вы занимаетесь финансами, да? Или как так получилось? Да, мы все КВНщики. У нас первое время в студии работали одни КВНщики. У нас бухгалтер была КВНщица. То есть, как бы, я пришел, я работал в маркетинге, то есть, как бы, могу продвигать проекты, могу продавать эти проекты. Там Асхат супер силен вот в организационной части пробить, добить, там, организовать, там он такой, короче. Данчик на тот момент это вот креативная часть, да, то есть режиссура, написание сценария там и так далее. Потом к нам еще Рася присоединился, позже он тоже креативную часть задал. Вот, и как бы мы поделились так. Сейчас мы работаем, то есть я и Асхат это продюсирование, то есть генеральное продюсирование студии, это финансы, организация команд, запуски проектов, поиск финансирования там, и так далее, короче. Данияр и Ростислав – это креативная часть, то есть это написание сценариев, съемки, вот какие-то такие вещи. То есть у вас такая командная работа, которая нацелена на один результат, и, наверное, поэтому такие классные результаты получаются, да? Спасибо. Мы как-то так поделились. Вот. А финансы мне достались, потому что вот когда мы только начали работать, лямка валялась просто. И типа, ну давай, я взял ее, как бы и пошел, да. И вот, ну, как бы стараюсь нести. Не сказать, что я там супер кайфую от того, что я там лазю в финансах, в договорах, там все. Я не юрист, не бухгалтер, то есть как бы, но приходится. Ну, помимо того, что у вас есть образование, такой огромный опыт, поэтому вы, наверное, справляетесь с такой тяжелой ношей. Образование, ну окей. Я просто за кадром рассказывал, что я, да, отучился, по сути, на втором этаже международных отношений, пока готовился к КВН. Я знаю, что ваш фильм «От» сейчас представлен на международном кинофестивале в Канаде. Да. Я вас поздравляю. Спасибо. Мы всей командой ужасно гордимся тому, что ваша компания представляет интересы Кыргызстана на мировой арене. Это действительно огромный вклад, мне кажется. И не только я, мне кажется, все зрители сейчас отметили, насколько киноиндустрия у нас развивается. И если раньше это были какие-то местечковые смешные комедии, которые даже где-то высмеивали наши какие-то традиции, да, то сейчас вы снимаете такие думающие, интересные фильмы, которые раскрывают наши какие-то социальные проблемы. Да? Вот хотелось бы об этом тоже поговорить. Вы огромный молодец. Как вы к этому пришли? Ну, все приходится. Мы на самом деле, у нас нету там, ни у одного из нас нету какого-то конкретного образования прям в киноиндустрии. Там все пошло с практики. КВН, потом ребята потихонечку начали снимать скетчкомы. То есть, все, короче, вот мы учились на площадке, учились методом проб и ошибок, то есть что-то запускали, не получалось, запускали, не получалось. И вот, ну вот как-то так вот мы, наверное, набрались этого опыта. Да? Сейчас фильм «От», мы очень гордимся, на самом деле, этой работой. Мы тоже гордимся вами. Спасибо. Ее снял классный режиссер Радик Ишимов. Написали ребята Дастан Мадалбеков, Айзада Мангильды, Данияр Балбеков. История, к которой мы долго шли, на самом деле, потому что она такая очень остро-социальная проблема, да, и надо было очень много изучать, понимать это все. Вот. Фильм у нас был на Бишкекском нашем фильм-фестивале, он взял номинацию за лучший сценарий. Да, потом мы попали на фестиваль Фантаспо в Бразилию, мы попали в Германию на фестиваль. И сейчас, по-моему, запросил Лиссабон. Мы туда отправили. А в конце июля мы летим в Канаду представлять фильм. Там будет премьера на Северную Америку. Вау. Какие ощущения, когда вот ваше детище достигает таких высот? У вас есть какое-то удовлетворение, что вот вы сделали для страны что-то? Или вы делаете? Конечно, классно. Конечно, классно.
чувствуется какой-то кайф, что какое-то там международное жюри, международное сообщество тоже обращает фильмы... И признание, да, да? внимание на фильмы из Кыргызстана. Это приятно, очень приятно. Вот, но мы первый раз полетим, на самом деле. То есть мы же были в основном заточены на коммерческое кино. Мгм. То есть там мы за 10 лет никогда не работали за какие-то там дотации, государственные деньги и все в таком духе. Там все деньги, которые мы находили, это были все деньги из частного сектора. Мгм. Поэтому мы очень нацелены на коммерческое кино. Мгм. Вот в ОТИ мы попытались создать какой-то арт-мейнстрим, когда это что-то между фестивальным кином и там, зрительским. Вот. И вроде как получилось. А вот сейчас, будучи, мне кажется, я не совру, если скажу, что вы лидеры индустрии, потому что если раньше больше преобладало у нас иностранное кино, да, не буду называть, да, то сейчас вот я даже смотрю, когда мы в кинотеатр ходим, я не знаю в процентном соотношении, но мне кажется, преобладают кыргызские фильмы, да, Это в 100%, прокате. да. Вот будучи лидерами этой индустрии, как вы думаете, как вообще развивается отрасль в целом и чего нам не хватает сейчас? На самом деле рынок кино, начиная там, у нас есть статистика с 2022 года, год к году растет в 2 раза. То есть там, в 2022 году общий объем рынка оценивался примерно в 400 миллионов сомов. Это именно прокат кино. Мы туда включаем и Голливуд, и локальное кино. Да. В 2023 году это было более 800 миллионов. 2024 год в Кыргызстане закрыли 1,3 миллиарда. Вау, То есть там с 2022 года он вырос в 3 раза. в 3 раза, да. Да. И как бы доля кыргызского кино в нашем прокате уже более 50%. Уже более. Более 50%. То есть у нас сейчас работает, если не ошибаюсь, около 39 кинотеатров. Еще в этом году собираются открыть еще, по-моему, 25 кинотеатров по всей стране. Но не все эти кинотеатры, они ставят Голливуд. Потому что у Голливуда есть определенные требования, когда Прокачка. они выходят в кинотеатр, это должен быть специальный формат DCP, который там шифрование, чтобы там не было скачивания и так далее. А вот эти вот кинотеатры, которые открываются, они в основном там MP4 формат. Вот, и кыргызское кино там прям плотно стоит. Ну и в наших местных, то есть там даже та же самая синематика, да. Если посмотреть по синематике, то в синематике стали отдавать большие залы местному кино. А это повсеместно по республике происходит или только в Бишкеке? Нет, это или повсеместно. Даже наоборот, Нет, это повсеместно. По регионам, наверное, даже там больше доля, да, идет кыргызских по фильмов? регионам в основном смотрят кыргызское кино, потому что Голливуд туда не попадает. Из-за того, что формат кинотеатров не позволяет транслировать голливудское кино. Вот. Но как бы в регионах очень классно смотрят кыргызское кино отечественное. Как раз-таки это, как и в любом бизнесе, это для вас, между прочим, мне кажется, даже шанс, да, какой-то? Да, конечно. Что вы можете еще больше развиваться. Конечно. А вообще какие проблемы есть сейчас вот в вашей нише, именно в креативной индустрии, в медиа, может, вот именно в этом контенте? Давайте я буду, наверное, говорить за киноиндустрию больше. Скорее, Может быть, нужны какие-то крупные инвестиции, может, государственные дотации. Как вы думаете, что бы повлияло на то, чтобы вот киноиндустрия действительно выросла? Наверное, легче всего сказать, что деньги. Но с другой стороны, как бы смотря на опыт там соседних стран, не всегда государственные инвестиции двигают, наверное, киноиндустрию. Мне так кажется, я не знаю, это мне. Допустим, мне кажется, что кыргызское кино начало очень активно развиваться, и вот там сейчас в год снимается около 50 фильмов. Разными в Кыргызстане. Студиями, да? Да, разными студиями. То есть почти там 54 недели у нас каждую неделю выходит премьера, да. Каждую неделю, каждый четверг выходит кыргызское кино. Там есть небольшой промежуток, когда не выходит, это там не очень выгодно выходить, это в июле, потому что там все в отпуска, разъезжаются и так далее. Но вот все остальное время там по одному, а то и по 2 фильма выходят. И эти все фильмы, это в основном фильмы, которые созданы частными студиями. На коммерческой основе. На коммерческой основе, которые там привлекают инвестиции, ищут деньги из коммерческого сегмента, кто-то занимает, кто-то продает машины там, и так далее, и вот он создается.
это кино. И мне кажется, вполне возможно, что из-за отсутствия как таковой поддержки люди креативят. Люди пытаются не заработать на производстве, а пытаются заработать в кассе. То есть они пытаются зрителю понравиться, они пытаются сделать кино, на которое зритель пойдет. Они пытаются продвигать кино таким образом, чтобы зритель туда шел. Вот как бы в некоторых странах я знаю, что когда выделяют там деньги государства, и если это в достаточно большом количестве, это происходит, то есть там многие продюсеры привыкают к этим деньгам. То есть они просто берут эти деньги, там, условно говорю, там дали 500 000, сняли на 300-200, заработали, и дальше им уже не интересно, что будет происходить в кинотеатрах. Как будет прокат, да? Да, как будет прокат. Заработает, он не заработает, там уже без разницы. И вот мне кажется, в этом плане у нас хорошо, что как бы мы начали с этого. Но как будто бы сейчас эта поддержка необходима. Потому что снимать вроде как научились, писать более-менее научились. И вот нужно теперь просто масштабироваться. Больше масштабироваться, больше привлекать какой-то копродукции там, с других стран. Кыргызстан, на самом деле, это супер уникальная страна для съемок. Мы небольшие по территории, там, то есть от одного конца края до другого, там, не знаю, 8 часов езды на машине или там 40 минут лететь. Но при этом в нашей стране все можно найти. Швейцарию, горы, Альпы. Там, Альпы, да, в смысле, там, этот как озеро у нас прекрасное, там, пустыню можно найти, леса можно найти. И это вот с точки зрения киношников, наверное, Кыргызстан, можно сказать, это такой маленький павильон для съемок, понимаете. И у нас очень быстро можно перемещаться, то есть как бы между объектами. Плюс относительно недорого мы можем снимать относительно других стран. А я знаю, что ваши фильмы, они выходят и за границы Кыргызстана, и это происходит точно так же, мне кажется, как с фильмами, с песнями Атабекова. Okay. Да? Когда мы где-то находимся там в Казахстане или в Узбекистане и слышим нашу песню, которая поется на их языке. И я знаю, что ваши фильмы тоже уходят в прокат и в Казахстан, и в Узбекистан, да, и в Россию. И как вы думаете вообще, насколько вообще наше вот это вот сейчас пространство именно в плане финансов, налогов, бизнеса, оно подстроено под то, чтобы наш продукт выходил куда-то за рамки Кыргызстана? Ну, смотрите, наши фильмы выходили в Казахстан, в Узбекистан мы выходили, и с фильмом «Приговор», который совместно был с казахской компанией, мы выходили в Россию. Я не знаю, насколько оно там подстроено там, законодательно. Международные, да, международные налоговые эти вещи. Но что мне не нравится? Okay? Да. Мне не нравится вот этот подоходный налог на нерезидента, да, и НДС на нерезидента, по-моему, называется, что ли? Который на там, доходы, да. Да, на доходы нерезидента. То есть, когда мы отдаем в прокат кино туда, то есть через какую-то дистрибьюторскую компанию, он там собирает какие-то деньги, дистрибьюторская компания забирает свою комиссию, и потом, когда деньги нам, нашу долю, то есть перечисляет, они удерживаются у нас подоходный налог, там оплачивают НДС, там и все в таком духе, да, то есть как бы до нас доходит какая-то маленькая часть. Вот это чуть-чуть напрягает, ну, в плане вот перемещения там интеллектуального права между странами. Так в целом как будто бы норм. А вообще, насколько вот отличается налоговое законодательство того же Казахстана и Кыргызстана? Есть ли у них какие-то поблажки, например, для киношников, чего у нас нет, чтобы нужно было бы внедрить? Вообще в целом очень похоже. Да? Да, в целом очень похоже. Единственное, у них кинотеатры, они сразу пилят сумму. То есть, ну, чтобы вы понимали, да, как водопад денег выглядит в кино. Вот многие говорят, знаете, там, многие слышат, что заработали там $500 000 там в кассе, условно говоря, да. Но на самом деле эти 500 000 это не все деньги студии. Я бы даже сказал, что большая часть этих денег не принадлежит студии. То есть выглядит примерно так. То есть 500 миллионов там поступает, там 500 тысяч поступает, из них вычитается НДС, плюс налог с продаж, это 14%. Потом оставшаяся сумма пилится пополам.
Кинотеатрам и продюсерам. Да. Потом вот продюсеры получают свои деньги и еще оплачивают налоги. Свои налоги. Да, еще оплачивают свои налоги. В итоге, там, если посчитать с миллиона, к примеру, да, там миллион сомов там, фильм собрал, до продюсера доходит там 430 с чем-то тысяч. Все остальное там уходит государству и кинотеатрам. И с этих 430 тысяч мы начинаем закрывать себестоимость продукта. То есть мы же его сняли, его там отбиваем. Вот, поэтому, когда говорят, что там заработали там, 2-3 миллиона, 20 миллионов, это вообще не про это. Сейчас вот, если я ошибаюсь, вы меня поправьте, получается, сейчас у нас киноиндустрия устроена таким образом, что вы вынуждены сталкиваться с двойным налогообложением. Верно? Ну, по сути, да. По Да. сути, мы два раза оплачиваем налоги. То есть один Одну раз... и ту же сумму 2 раза облагаете, Да, один раз за нас оплатили кинотеатр, там, НДС и НСП, и потом, когда мы свою часть получаем, мы со своей части еще оплачиваем. Хотя с этой части уже там тоже оплатили как бы деньги. Вот. Мы на самом деле поднимали этот вопрос, разговаривали. Мы разговаривали с кинотеатрами. У нас есть ассоциация кинопродюсеров. Мы там тоже эту тему поднимали. Вот. Ну вот, когда с кинотеатрами разговаривали, мы пришли к одному очень интересному, мне кажется, решению. Это отмена НДС для местного кино. То есть кинотеатры говорят, мы готовы как бы там оплачивать, да, мы готовы оплачивать там НДС с иностранного кино, но если это будет как бы отмена НДС для местного кино, то с одной стороны кинотеатрам будет выгодно ставить, ну в смысле больше давать роспись для местного кино, да, а местный производитель сможет больше денег вложить в кадр. То есть мы сможем там, поинтереснее снимать, да, то есть там, зарплаты у ребят будут расти, потому что, ну, как бы мы не оплачиваем вот эти вот НДС, да. Мы сможем какую-то копродукцию формировать, то есть, допустим, для там российской компании какой-нибудь может быть очень интересно снять кино совместно в коллаборации с Кыргызстаном в Кыргызстане. Для того, чтобы, прокатывая на рынке Кыргызстана, там больше как бы зарабатывать. Да? И в этом плане и для Кыргызстана это интересно. То есть это приток денег, это приток, скажем так, опыта, наверное. Инвестиций. Да, инвестиций. Да. Вот, поэтому, ну, вот это решение мне очень нравится. Я не знаю, мы как бы сейчас вот там готовим письма, считаем примерно... Ну, потому что я понимаю, что для государства там, выпадение НДС от местного кино – это тоже деньги. Да? Но я думаю, что мы обретем намного больше, чем потеряем. Поэтому вот мы сейчас активно пытаемся считать, что мы получим экстра, если мы отменим эту тему. Вообще, вот смотря ваши фильмы сквозь экран, я понимаю и даже вот чувствую, насколько вы любите нашу страну. Я помню, последний раз мы были на премьере «Кыргызстан мен сени сүйөм», и просто весь зал подпевал, в конце мы все плакали. И вот сквозь экран мы чувствовали вашу огромную любовь к родине и то, насколько вот вы пропитаны тем, чтобы передать эту любовь вот всем другим зрителям. И это не только на Кыргызстан распространяется, а вообще в целом, мне кажется, на весь Центральноазиатский регион. И видно, что вы болеете этим делом, видно, что вы очень сильно переживаете за индустрию. В связи с этим у меня такой вот к вам вопрос. У вас же заняты не только, допустим, актеры на площадке, да, не только режиссеры, которые непосредственно в фильме, да, они входят в себестоимость. А есть люди, которые оказывают вам услуги, да, там, я не знаю, как они у вас называются, но наверняка есть, да, видеографы, администраторы, да. И вот насколько удобно налогообложение в их части, да, потому что это же отдельные единицы, и они сами несут за себя ответственность. Я знаю, что нет таких патентов на трудовую деятельность, да, и получается этим людям насколько неудобно сейчас работать, и вообще насколько, какой процент там работает в серую? Ну вот смотрите, мы, когда начали вообще студию, мы же тоже там учились, да, многому, там, мы тоже там не разбирались в бухгалтерии, да, там, в этих как, в юридических моментах и так далее, там постоянно привлекали кого-то, там, консультировались, обучались. И вот мы вот как только образовались, мы начали вести эту такую работу, потому чтобы ребята начали легализоваться. Тогда как бы патентов было намного больше, и очень многие патенты подпадали под те
категории работ, которые ребята нам предоставляли. Мы очень долго с этим боролись, потому что это все творческие люди, понимаете, да? То есть для них вот эти бумажки, да, вот что-то там, какие-то налоги, коэффициенты, проценты, вот они просто вот этот значок проценты видят, уже все начинают напрягаться, короче. И вот мы потихонечку их планомерно обучали. Сейчас вот к нынешнему году, да, сейчас, запуская проект, у нас уже и не стоит вопрос о том, как бы, есть у человека патент, там нет у человека патента, там и так далее. То есть все ребята, которые работают с нашей студией, они понимают, что они должны предоставить, да, должны работать с нами легально. То есть либо это ИП, либо это патент. Но вот 2 года назад, по-моему, да, или год назад открылся парк креативных индустрий, в который мы сразу вступили, потому что там очень классные условия для найма на работу людей. И это очень важно. Потому что в нашей сфере порядка там, ну, конечно, в зависимости от сценария, но примерно от 30 до 40% бюджета занимает зарплаты людей. Понимаете? Потому что кино создается людьми. Это креативная индустрия. Да, это креативная индустрия. Вот. И в креативной индустрии мы сейчас там платим 5%, по-моему, подоходного налога, да, и фиксировано там соцфонд. Ну, в этом году 400, по-моему, или 4900, что-то такое. Я не бухгалтер. Вот. И это, ну, в смысле, значительно удобнее, чем было до этого. 25-27, по-моему, да, процентов, что-то мы оплачивали. Да. Поэтому, ну, стало намного в этом плане проще, да. Но мне очень нравится история, которая есть в России. Мы работали один раз над одним проектом, и я краем уха услышал, как работают у них там актеры. К примеру, они, у них есть такое понятие, как самозанятость. Да. Это не ИП, да, то есть это не там ОСО, это не физлицо, это вот отдельная категория самозанятые. У них есть что-то в виде, я не знаю, как, может быть, как рекомендация послужит. У них есть что-то типа приложения, а-ля «Наш Тундук». Ты туда заходишь, регистрируешься как самозанятый, нажимаешь ОК, все, ты уже зареган как самозанятый. Потом все деньги, которые ты получаешь, ты выписываешь там же внутри в этом приложении, забиваешь там реквизиты человека, там, компании, которой ты оказал услуги, ОК, нажимаешь, все, счет фактура улетела, и тебе там, я не знаю, то ли QR, то ли что, короче, по которому ты оплачиваешь свой налог. Налог там, по-моему, составляет 6%. Автоматически, да. Получается, да? Да, он автоматически рассчитывается, то есть и там надо его просто оплатить. Все, это так просто. И это очень подходит как раз для вашей отрасли, да? Да, потому что для творческих людей, ну, это прям мука. Там ходить вот эти ежемесячные там эти отчеты сдавать, короче, там высчитывать этот налог. Да, вот у нас сколько кейсов было, сколько штрафов там ребята у нас оплачивали, потому что вот там они создают ИП, там начинают работать, то все, короче. Но они же вот, они заточены на проект, да, вот по проекту они делают все круто. Все, что касается бухгалтерии, там, забыли отчет сдать, забыли отчет оплатить, там, ну, в смысле, эти деньги оплатить и так далее. И вот наши бухгалтеры постоянно им сейчас помогают. У нас, на самом деле, нагрузка на бухгалтерию просто бешеная. То есть, там, ребята помогают вот всем, начиная там от администратора до этого. Ну, то есть, это прям... Как вы думаете, вот эта вот мера для введения патентов именно на трудовую деятельность в области креативных индустрий, насколько она будет нужна сейчас? Но с учетом, хорошо, парк креативных индустрий, он существует для таких компаний, допустим, как ваша, у которой есть бухгалтерия отдел, которая может все это вести, которая может сдавать отчеты и так далее и тому подобное. А для вот тех ребят, которые работают индивидуально, каждый сам на себя и предоставляют услуги, там, они же не постоянно у вас работают там в год 2 раза, да, или в год 1 раз. Насколько будет удобно им ввести как раз-таки категорию патента для их отрасли? Вот, допустим, если будет реестр специально для креативных индустрий, где будет именно перечень профессий. Ну вот, знаете, вот к этому реестру я... Вот даже когда этот перечень был полный, вот ты сидишь его читаешь, короче, этот перечень. И не можешь найти, да? Да, и ты не можешь найти. А потом вот так смотришь, вот с этого угла подходит, а вот с этого угла это не там подходит, деятельность да? не подходит. Да, и поэтому, не знаю, мне кажется, что для услуг очень классно подходит понятие самозанятый. И все, да? Да.
То есть вот я оказываю услуги, я не знаю, там, чиню обувь там, или еще что-то, я сам самозанят, я сам зарабатываю деньги, я никого не нанимаю, у меня нету права там нанимать людей там, и так далее, я просто сам за себя отвечаю. Оказываю услуги и работаю легально. 2 кнопки нажал, налоги оплатил. Все, вот хочется вот так, да. И я думаю, что вот для ребят, которые вот, да, там не постоянно работают, будет достаточно удобно такие вещи делать. Бахтияр, вы только что рассказали нам, что вы являетесь резидентом парка Да. креативных индустрий. Это у нас сейчас абсолютно новое такое направление в нашем налоговом кодексе. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее нашим зрителям вообще, в чем идея ПКИ, как он работает. Ну, вы уже рассказали про то, что там сниженные налоговые ставки и по подоходному налогу, и по единому налогу. А вообще в целом, что такое парк креативных индустрий, как он работает, как стать резидентом этого парка и стать с вами коллегами? Вообще, я в этом плане люблю цитировать слова Асхата, который любит цитировать слова еще одного там Байкишки, я не помню его имя. Тогда он сказал, что мы в Кыргызстане вряд ли, наверное, сможем создать какой-то там суперкрутой танк, там ракету, машину там, и так далее, но мы точно сможем создать очень крутое кино. И выиграть Оскар. И вот в этом плане, мне кажется, что для Кыргызстана креативная индустрия – это реальный шанс заявить о себе, да. И не только заявить о себе, ну, в смысле, и в целом подпитывать экономику нашей страны. Ну, допустим, та же самая креативная индустрия Кореи, да, она развивается бешеными темпами. Там тот же самый кей-поп, сериалы, дорамы там, и так далее. Это потому, что государство очень сильно поддерживало креативную индустрию. И сейчас вот это создание парка креативных индустрий, на самом деле, это же прецедент, в мире такого вообще нету. Это вот благодаря ребятам, которые там работали в ассоциации креативной индустрии, там, Данияр, там, ну, в смысле, их очень много, этих людей. Вот, и мне кажется, это не шаг, это прям прыжок какой-то в создании, в смысле, создание условий, да, для развития креативной индустрии. Я вообще, на самом деле, всех приглашаю туда. Вот всех креативщиков приглашаю, они точно должны туда вступать. Это платить 2% с оборота – это копейки. На самом деле, это невероятно крутая поддержка. Плюс еще там собирается сообщество. То есть мы же все общаемся, нетворкинг, да, то есть обмениваемся какими-то идеями. Вообще само кино, оно еще такое же, это же, как это сказать, так, сейчас на русском бы это сказать, на дунганском могу, на русском. Оно же впитывает в себя разные профессии, да, то есть там, да, разные сферы там. То есть там участвуют художники, ребята, менеджеры, актеры, эти там операторы, в смысле там фотографы, там и так далее, костюмеры. То есть вот развитие кино, оно по сути развивает параллельно и все вот эти вот сферы, касающиеся там билографии, съемок каких-то там дизайнерских каких-то вещей и так далее. То есть это вот все оно вкупе дает. Да, вкупе дает. Поэтому, короче, креативная индустрия – это тема. Насколько вам сложно было вступить вообще в парк креативных индустрий? Очень легко, слушайте, мы подали документы и вступили. То есть там нет были одними из первых. бюрократических Вообще нету, вообще ничего нету. Там готовишь документы, по-моему, ты должен дать отчет о доходах за последние там, то ли год, то ли полгода. Там они 80% этих доходов должны... Я могу ошибаться, если что, в комментариях поправьте меня. По-моему, 80% или 90% твоих доходов должны быть от креативной индустрии, да, и все. Да, по сути, как бы там ничего. Ну, надо будет договора еще какие-то там подложить, что это действительно там доходы были связаны с креативной индустрией, и все, больше ничего нет. А, например, если это какое-то новое сообщество или новые какие-то юридические лица, скажем, да, смогут ли они вступить? По-моему, да, они тоже могут. Нет, по-моему, нет ограничений, они могут вступить, но они должны, если я не ошибаюсь, дать какой-то план.
Ну, то есть, Бизнес-план. да, то есть там заполнить какой-то кейс, Мгм. по которому, ну, как они собираются зарабатывать там в креативной индустрии и какие цифры там показывают. Вот, мне кажется, мы здесь где-то же можем оставить номер там ПКИ там, и так далее, чтобы ребята обратились. Там работает Ханыша, это директор ПКИ, золотой человек на самом деле. Она всем отвечает, всем все рассказывает. Уже мы недавно видели с Ханышей, по-моему, 91 компания уже зарегистрирована там. Но мне кажется, можно быстрее. Нас намного больше. В смысле, и я вот в этом плане призываю. То есть люди должны активно туда вступать. И выходить на свет налогообложения. Да. Отлично, вы очень интересно рассказываете. Мне кажется, даже наши многие блогеры, которые сейчас говорят о том, что они не знают, как зарегистрироваться, как свою деятельность преподносить, с учетом, что они работают именно в этой сфере, они тоже могут вступать в парк креативных индустрий и как раз-таки продвигать свою деятельность и в то же время не бояться, что они как-то нелегально работают. Да? Да, ну вот мы же видим кейсы там в Казахстане, по-моему, на там 2 лярда, что ли, там одного блогера взяли, там в России блогера тоже там осудили за укрывательство от налогов. Ну, парк креативных индустрий 2% с оборота. 2! Ну, это где? Ни в какой стране мира, мне кажется, нет такого. Да, до 27 года, да, если я не ошибаюсь? Да, ну оно там будет расти год к году, там, типа там на 0,5 или на 1%, но это все равно копейки. Это не так много. Как человек, который развивает вообще эту индустрию уже на протяжении многих лет, как вы уже сказали, как вы видите будущее креативной индустрии, в частности кино, медиа, через 5 лет? Ох, хороший вопрос. Ну, у нас есть еще один вызов в виде искусственного интеллекта. Да. Нам все специалисты об этом сейчас говорят. Вот. Ну, это с какой стороны вызов? То есть, если его бояться, он тебя съест. То есть, есть два варианта. То есть, либо быть жертвой, чтобы он тебя убил, либо попробовать его оседлать. И управлять им. Да, и управлять им. Вот мы пытаемся туда идти. Мы сейчас применяем какие-то вещи, связанные с искусственным интеллектом у нас в постпродакшене. То есть там какие-то... Ну, постпродакшн – это процесс, когда вот мы весь материал взяли, и вот начинается процесс постпродакшн. Мы его порезали, смонтировали, где-то какую-то графику добавляем, цвет добавляем там, и так далее. Вот там мы начинаем использовать инструменты искусственного интеллекта. Где-то стираем тросы, где-то какие-то такие вещи сейчас делаем. Вот. Вы знаете, в 2025 году должен выйти фильм, по-моему, сделали его в Индии, он был создан полностью искусственным интеллектом. От начала и до конца, От начала да? до конца, да. И когда мы говорим про 5-7 лет, вполне возможно, мы будем в кинотеатрах видеть афиши какие-то, на которых будет стоять печать, где будет написано там «создано человеком». Поэтому вполне возможно, что через 5-7 лет мы будем создавать кино в части искусственного интеллекта. Я вот как раз недавно слышала, что в Казахстане уже внедряются какие-то законы именно в части, касающейся регуляции. Да? Да, регулировки искусственного интеллекта, и даже компании, которые внедряют чат-бота на основе искусственного интеллекта, он должен предупреждать клиента, что я чат-бот на основе искусственного интеллекта, я буду вам помогать, если вам нужно перейти на специалиста, там нажмите такую-то кнопку. И заранее уже должны спрашивать, согласны ли вы, что ваши персональные данные будут обрабатывать искусственный интеллект. Вот как вы думаете, нужно ли нам уже как бы идти в ногу со временем, внедрять какие-то регуляторные процессы для этого? Я думаю, я, если честно, не юрист, но я думаю, что надо. На всякий пожарный. Постепенно, да? Это как я на всякий пожарный с чатом GPT общаюсь через «пожалуйста». Если будет восстание машин, спасибо, да? говорю, да, если восстание машин будет, чтобы он меня не прибил. Кстати, вот возвращаясь, если можно, вот, к моменту отмены НДС для местных компаний, я не знаю, может, потом его как-то туда вставим, в тот блок. В Казахстане я слышал, что там есть тоже одна инициативная группа среди киношников, которые продвигают отмену НДС для местного кино, и вроде как они вот выходят на эту финишную прямую. Я к тому, что этот подкаст же создан для того, чтобы общаться с государством. Да, и я думаю, что мы не должны отставать.
Все Нам верно. надо за этим. Мы как раз хотим составить, знаете, такую диалоговую площадку, где бизнес может рассказать свои проблемы. Потому что вот смотрите, пока вы не пришли, пока вы нам не сказали, что существует такая проблема, что наши киношники сейчас работают по системе двойного налогообложения, что никто из них не использует агентские договора, да, что кинотеатр согласны только в том случае, если отменят НДС. Но никто об этом не знал, по сути. А сейчас я уверена, что государство тоже, наверное, предпримет какие-то шаги навстречу вам, и, возможно, будет какой-то, ну, не знаю, может быть, консенсус, да, выработан, который будет посередине где-то. Вообще классно будет. Вообще будет классно. На самом деле, чем больше денег мы будем вложить в кадр, тем качественнее наше кино будет получаться. И вот когда мы говорим о субсидиях там, государства, о выделении каких-то средств для съемок, вот по сути отмена НДСа, она может дать все это. Огромный скачок. Да, огромный скачок. Вот, и не надо будет там проводить какие-то определенные, знаете, там комиссии там, по изучению этих сценариев, выделения кому-то денег, тендеры и так далее. То есть отменяем НДС, и те люди, которые умеют зарабатывать в кассе, будут получать больше и будут больше реинвестировать, больше вкладывать, больше привлекать международных каких-то этих, да. А на ваш взгляд, что должно еще измениться в законодательстве и инфраструктуре, чтобы мы как раз-таки сняли кино, которое получит Оскар? Ну, я думаю, нам надо, во-первых, вырасти самим еще как специалистам, да, потом... Вы очень скромный. Не, на самом деле, потому что я уверен, ну, в смысле, есть уже какая-то уверенность, что наше кино признают в международном пространстве. Вот. Но, надо еще работать и работать, короче. Мы достаточно молодые. Там, вот второе дыхание началось, там, сколько лет, 15 назад, наверное, да, кыргызского кино. Ну, за 15 лет чего добились? Это же огромный результат. Да. Но сейчас темпы растут. Киношники начинают зарабатывать, начинают реинвестировать. И вот это сейчас начнет давать результаты какие-то. Я думаю, нужно время. Да. Но с учетом, что наш мир очень стремительно развивается, и на то, что раньше уходило 15 лет, сейчас, наверное, уходит всего лишь 2-3 года, да, мы это видим в повседневной жизни. Это касается не только кино, мне кажется, это всех отраслей касается. И поэтому вот к вам последний вопрос. Какой бы совет вы бы хотели дать молодым специалистам, которые только заходят на этот рынок, которые, может быть, как вы когда-то вот сейчас думают о том, как классно снимать кино? Вот что бы вы им посоветовали? Пробуйте и ошибайтесь. И все, да? Да. Не ошибаются только тот, кто ничего не делает, да? Да, надо просто пробовать. Класс. Спасибо огромное, Бахтияр. Это была, мне кажется, очень такая познавательная, интересная беседа, которая интересна не только тем, кто в мире кино, но и обычным обывателям прикоснуться к волшебному миру кино. Мне кажется, это очень интересно было. Спасибо вам огромное. за приглашение. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами на этом выпуске подкаста Айсалык. Сегодня мы поговорили с Бахтияром Мантянью об очень интересном мире кино и креативных индустрий. И я очень надеюсь, что вам было интересно. Ждем вас на следующих выпусках. И, кстати, пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу.